16 ноября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,69 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2108 до 10,05 сомони, 1 евро от 10,6927 до 10,50 сомони, 1 российский рубль от 0,1640 до 0,1655 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, поскольку инвесторы негативно оценивают продолжающуюся политику нулевого ковида в Китае. Цена на нефть марки Brent составила $93.31 за баррель, марки ВТИ $86.27 за баррель. Стоимость золота в среду утром почти не меняется. Рынки продолжают оценивать дальнейшие меры Федеральной резервной системы США по ставке, также обращая внимание на события в Польше. И цена составила $1776.70 за тройскую унцию. Объем производства мяса во всех категориях хозяйства в Таджикистане в 2022 году увеличился на 5,6%. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны, по итогам третьего квартала этого года объем производства мяса составил свыше 152 тысяч тонн. За указанный период также увеличилось поголовье крупного рогатого скота, достигшее более 2,5 миллионов голов, что на 4,3% больше, чем в 2021 году. Из общего поголовья скота доля хозяйств населения составляет 93%. Несмотря на увеличение производства мяса и поголовья крупного рогатого скота, цены на мясо и мясные продукты остаются высокими. В настоящее время 1 килограмм мяса на столичных рынках стоит 65-68 сомони. Это при том, что размер минимальной заработной платы в стране составляет 400 сомони, то есть этой суммы хватит лишь для приобретения порядка 6 килограммов мяса. В Таджикистане к деятельности приступает еще одна аудиторская компания, которая будет работать в сфере аудита страховых компаний. Правление Национального банка Таджикистана выдало лицензию сроком на 5 лет ООО «Кристон АС» для осуществления аудиторской деятельности в сфере аудита страховых компаний. Управление по надзору страховой деятельности Нацбанка поручено внести соответствующую запись в реестр аудиторских организаций, имеющих право на проведение аудита страховых компаний. Доход Узбекистана от въезда иностранных туристов с января по сентябрь вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1 миллиард 11 миллионов долларов. Об этом сообщает Гомкомстат Республики. В составе экспорта услуг туризма составляет 39,3%. Сфера находится на втором месте после транспортных услуг, на третьем месте телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, затем идут прочие деловые услуги. Отметим, что объем экспорта туристических услуг обогнал экспорт плодово-овощной продукции в рассматриваемый период. По данным Госкомстата, в январе-сентябре Узбекистан в туристических целях посетили почти 3,6 миллиона иностранных граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель возрос на 2,4 миллиона человек, в 3,2 раза. К октябрю количество посетивших страну интуристов превысило 4,19 миллионов человек, при этом 51,2% составили женщины. Если смотреть данные только по приехавшим в Узбекистан российским гражданам, число которых за 9 месяцев этого года превысило 318 тысяч, 2/3 из них составляют мужчины.